Республика. Январь – месяц интересный. Не успел выйти на работу, а первая половина первенца этого года уже пролетела. Да, незаметно. Отдохнувшие с новыми силами, мы покоряем трудовой Олимп. В эфире программа «Студия-11». И я уверяю, в этот год мы вошли со свежими идеями. Чем будет наполнен этот выпуск, расскажу в анонсе. Легенда Севера. Гонки на транспорте, который завелся даже в 30-градусный мороз. Профилактика рака молочной железы. Берем под контроль собственное здоровье. Сыктывдинский район вновь собрал участников соревнований по ездовому спорту «Легенда Севера». И хотя день выдался морозным, на гоночной трассе было жарко. Непосредственно в эпицентре события побывал наш Северинарпа. Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной, наверное, впервые принимал таких спортсменов. Участники соревнований по ездовому спорту собрались, чтобы выяснить в этот морозный январский день, кто же быстрее ветра, кто быстрее всех. Медали разыгрывали в 6 дисциплинах, среди которых и заезды упряжек с разным количеством собак, и забеги на лыжах, скиджоринг, и просто с мохнатым коллегой без лыж, кани-кросс. Максимальная дистанция 3 километра. Как ощущения после гонки? Отлично. Тяжело бежится в мороз, наверное, да? Ой, нос надо срочно греть. Многие спортсмены перед стартом волнуются. Вы слышите, какие эмоции. Что-то друг другу говорят, может быть, подбадривают, поддерживают. От них очень много зависит сегодня. Ну что, готов к гонке? Готов? Готов? Молодец, заряжен, давай. Ты лучший! Попробовать свои силы в таких экстремальных условиях съехались участники не только из Коми. Сегодня порядка 50 участников. Приятно, что не только с Республики Коми, но и с Кировской области много, с Архангельской области, сам Киров, там и населенные пункты. Максим Поводов из Коряжма, участник многих гонок. К нам в гости приехал в 3-й раз. Бежал в дисциплине нарты и 4 собаки. Собаки, они меня привели к этому виду спорта. И в течение 5-6 лет, которым я этим спортом занимаюсь, я решил с этими собаками все-таки попробовать. На данной трассе, на очень хорошей, подготовленной, таких трасс не так много. Еще один участник из Сыктывкара, Роман Мизин, вспоминает, как ездовой спорт вошел в его жизнь. Завели одну собаку, дочка захотела, хаски красивые. И все как-то потихонечку у нас начали пробовать соревнования устраивать и втянулись потихонечку. Вот. С одной собакой потом прибавил, вторая, третья, и, в общем, упряжка у меня получилась. Среди участников и довольно именитый Денис Пшеницын, 12 лет в этом спорте. Со своими собаками завоевал немало наград. Много соревнований позади, наверное, да? Да, очень много. Есть награды тоже какие-то? Да, есть. Какая самая у вас дорогая награда? Бронзовая медаль чемпионата мира в 2018 -м. Круто. Это где вы бежали? В Швеции. По словам спортсмена, для достижения успеха нужны постоянные тренировки. Поэтому почти каждый день он выезжает со своей мохнатой командой, чтобы отточить навыки и улучшить время. В конце рабочего дня вечером выезжаем за город, в парк, пробежали, потренировались, так каждый день. Здесь непонятно, кто больше получает удовольствие. То ли люди, когда поднимаются на пьедестал за медалями, то ли собаки за возможность от души побегать и пообщаться с сородичами. Впрочем, скорее всего, это взаимное удовольствие от совместного времяпровождения, сплоченных одной идеей. Когда люди и животные понимают друг друга буквально с одного взгляда, с одного слова. Давай, быстрее! Я раньше девочки! Давай! Молодцы! По завершении всех забегов и подведения итогов, конечно же, состоялась церемония награждения, где заслуженные награды получили все участники. Причем больше всего призов досталось именно пушистым спортсменам. По мнению организаторов, главная лыжная арена Коми, возможно, станет традиционным местом проведения таких соревнований.
Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических образований в мире. По статистике, из 20 миллионов новых случаев рака 12% – это злокачественные опухоли в груди. Но, по заверению врачей, эта болезнь не возникает спонтанно. До того, как человек может обнаружить уплотнение с помощью самостоятельной пальпации, должно пройти около 7 лет. О профилактике рака молочной железы мы поговорим с врачом-маммологом Александром Якимовым. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как я уже сказала, что вот человек может самостоятельно нащупать это уплотнение у себя в груди, это значит, что опухоль уже довольно взрослая, да? Она уже развилась. И есть ли вообще смысл в самопроверке некой, или лучше обращаться к врачу как можно раньше? Да, если говорить о том, что опухоль достигла как минимум сантиметра боли, это тогда мы можем заподозрить наличие опухоли, да, особенно если она поверхностная, потому что зависит от размера груди и так далее. Конечно, основной процесс, который уже начат задолго, мы даже порой не догадываемся об этом, если даже женщину говорить, да. Тем не менее, я бы, наверное, все равно акцентировал на том, чтобы женщина все равно должна проходить какие-то самообследования, все равно проявлять какой-то интерес к своему телу. То есть даже в том, что не обязательно она должна что-то нащупать, какую-то опухоль. Любые сомнения в состоянии с той же молочной железы, не обязательно это может быть опухоль, это может быть и уплотнение, это может быть какие-то участки болезненности, это могут быть выделения соска. Это все должно побудить к тому, чтобы обратиться своевременно к специалисту. Не осматривая себя, не проведя ощупывание, да, пальпацию молочной железы, получить эту информацию практически невозможно. Да, были, скажем так, изначально, приоритете в том, чтобы все женщины проходили самообследование, и якобы это дает какой-то результат в плане снижения заболеваемости, какой-то ранней выявляемости. Но со временем пришли к выводу, что, к сожалению, не дает должного результата. Если говорить о ранней диагностике, как она происходит и в каком возрасте нужно уже обращаться девушке? Опять же, надо отталкиваться от анамнеза, то есть надо посмотреть, что было в роду, если были у родственников онкологические заболевания, в первую очередь, это молочной железы, яичников также самое, или гинекологические онкологические заболевания, то это уже группа риска. И в первую очередь это ближайшие родственники. Это мама, это родные сестры, предположим, у мамы, или, собственно, у женщины, которая хочет, это ее родные, да, сестры. А бабушка, да, то надо, конечно, уже проявить какой-то как минимум интерес, да, и сходить на обследование. А раком болеют только женщины или это все-таки миф? Рак молочной железы – это проблема не только женщин, но и также мужчин. Но по статистике рак молочной железы, также он и называется, у мужчин это не более 1% на популяции. Поэтому не столь, скажем так, актуальна проблема. А для женщины, фактически, если взять за 100% всех женщин, болеющих раком в целом, это каждая пятая женщина, это именно рак молочной железы. Вы сейчас сказали про зону риска немного, да, то есть те, у кого в роду были родственники, болеющие подобным заболеванием, да, еще, наверное, стоит сказать, кто находится в зоне риска, наверное, стоит упомянуть какие-то вредные привычки, которыми злоупотребляет девушка или мужчина тот же. Традиционно я бы, наверное, отметил бы это все-таки курение. Все-таки любители поесть, особенно кто страдает ожирением, это по всем факторам риска, они традиционные. И злоупотребляющие, наверное, так правильно сказать, алкоголем. Если рак молочной железы удалось обнаружить на ранней стадии, каков шанс полного выздоровления? И как быстро это происходит? Или как долго это происходит? Все, конечно, успех в лечении, да, и дальнейшее качество жизни зависит от стадии. Чем раньше выявлено онкозаболевание, это мы считаем достаточно ранний рак, это первая и вторая стадия, тем лучше эти прогнозы. Но опять же, тут надо отметить, что рак молочной железы, он
бывает разный в зависимости от гистологического, там, морфологического типа, да. Тут тоже свои есть особенности, но тем не менее, если в среднем говорить, то опухоль первой стадии, продолжительность 15-летняя, скажем так, выживаемость, она составляет практически в среднем это 80-90%. Люди с этим диагнозом живут как минимум 15 лет. И если взять, что средний возраст заболевших это 65 лет, да, где-то вот, то прибавьте 65 плюс 15, это фактически человек прожил полноценную жизнь. Опять же, при средней продолжительной жизни в России у женщин это 70, по-моему, 4 года. То есть не все так плохо. Главное не бояться, вовремя обращаться и вот обследоваться, чтобы, скажем, не запустить. Конечно, с повышением стадии уменьшаются, скажем так, и период дожития, да, то есть и качество жизни, надо это понимать. Но тем не менее, мы на сегодняшний день много что можем предложить. И за последние 20 лет медицина в плане именно онкологии достаточно далеко шагнула. Вот. И даже пациентки, имеющие 4-ю стадию, в принципе, да, когда даже мы не можем там провести весь комплекс лечебных каких-то мероприятий, да, то есть и поддерживающие лекарственная терапия в плане там таргетного лечения, в плане там химиотерапии. То есть мы качественно продвинулись за последние годы, и люди живут с этими заболеваниями. Спасибо большое, Александр Владимирович, за информацию. Дорогие телезрители, будьте здоровы, проходите осмотры и, хочется пожелать, конечно, чтобы этого недуга было как можно меньше, а лучше и вовсе не было ни у кого. Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас мы берем небольшой перерыв, но не стоит расстраиваться. Буквально через мгновение мы вернемся на ваши экраны. Это «Студия 11». Не переключайтесь. И снова привет! Информационно-развлекательная программа «Студия 11» продолжает свое вещание. О том, что будет рассказано во второй части эфира, мы узнаем прямо сейчас. Баба Мороз и ледяные человечки. Святки у комизырян. Мотивация высшего уровня. Кто бросит нам книжный вызов? Сода, но не выпечки. Альтернативное применение волшебного средства. 12 дней после праздника Рождества Христова до Крещения называют святками, то есть святыми днями, так как эти 12 дней освящены великими событиями Рождества Христова. Молодые люди рядились, обходили все дома в деревне, пели колядки, устраивали посиделки, гадали. О святках и образе Мороза в мифологии комизырян репортаж Елены Красильниковой. На Рождество и святки приходятся самые крепкие морозы, когда трещат деревья и бревенчатые избы. Чтобы детей не пугал такой сильный шум, комизыряне на Выми представляли мороз в виде маленькой женщины, которая едет в берестяном лотке, запряженном зайцем. Ее называли Кэджит-баба – морозная женщина, или Кэч-вела-баба – женщина на лошади-зайца. Вот у нас тут как раз есть под рукой вот такой лоточек. Вот можно себе представить, какой образ возникает здесь. Вот он, лоток очень легкий. Вот этот заяц носится по деревне и задевает углы, и трещит мороз. Был у Коми и Дед Мороз, но это не тот персонаж, который появился в русской культуре в начале 20 века. Тепло ли ты, девица? Тепло ли ты, красная? Подавай быстрее жениха. Да приданного. Да побольше. Описаний зырянского Деда Мороза не сохранилось, но осталось слово «пашляк». До сих пор загадка, откуда такое название. Оно ассоциировалось с русским именем Павел. Слепой Паша, щлепой Паш. Почему слепой? Потому что стреляют вслепую. Когда зимой потрескивали стены, коми говорили «пашляк стреляет». Еще на святке рождались морозные духи. У южных коми это кутя-войса – ледяные человечки. У северных – шипуляк – белые мохнатые человечки. На крещение их изгоняли из деревень. Вот как это происходило у ижемцев. В деревенской традиции загоняют в прорубь.
специально снаряжают вот сани праздничные или на лошадях, и все скачут к реке, как бы изгоняя из деревни вот этих святочных духов. И все, святки заканчивается, начинается новый жизненный год, полный забот. Вот таким образ Мороза сохранился в мифологии комизырян. Остается добавить, что во время святок запрещались все работы, связанные со стуком и треском. Эти действия могли вызвать сильные холода, а злой мороз никому не нужен. А мы продолжаем делиться с вами интересными и актуальными новостями. И вот очередной материал, который точно заслуживает вашего внимания. В Ульяновске завершился предварительный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч» среди мальчиков 2011-2012 годов рождения. Вы спрашиваете, почему я вам об этом рассказываю? Да потому что первое место в нем заняли наши мальчишки из большой семьи сыктывкарского строителя. И вот я вижу маму одного из наших юных спортсменов, Елена Новокшенова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Волновались, переживали за наших ребят? Конечно, волновались всей командой, всеми родителями. А сколько команд участвовали в этом этапе, знаете? В нашем этапе 12 команд участвовало. И мы стали первыми. Мы стали первыми. Когда вы узнали об этом, какие эмоции были? Плакали все. Все плакали, все рыдали. Что дальше ждет ребят? Вот это был один этап. Дальше что? Это мы вышли в полуфинал. В марте месяце нас ждет финал с восточной зоной. Где будет игра, знаете уже? Уже еще не знаем, жеребьевка будет. Но пока что волнуйтесь и радуйтесь. Сыктывкар подал заявку тоже. Будем надеяться, что финал пройдет в городе Сыктывкар. Давайте, друзья, будем болеть за наших, за республику, чтобы здесь хотя бы наши юные парни сражались на родном стадионе. Да, мы тоже за это болеем всем сердцем, всей душой. И вот подъезжают наши победители, а здесь уже готово к встрече группа родителей. Давайте помашем! Победители приехали! Привет! Эмоции зашкаливают просто! Молодцы! 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 Арсений, привет! Поздравляю с победой! Спасибо. Знаю, что ты стала лучшим нападающим на этом турнире, да? Да. Тяжело было? Очень. А кто был самые главные соперники, серьезные? Самый главный соперник был Волга, Ульяновск, хозяева. Как команда, как твои ребята, как у вас там отношения, как вообще эмоции в команде? Ну, эмоции очень крутые. Мы заняли первое место, обыграли Нижний Новгород, сыграли в ничью с Волгой и с Маяком. Готовы сражаться дальше? Да. Ну что, поздравляем тебя. Давай, приноси своей команде новые голы, победы. У вас команда дружная? Да. Вы довольны победой? Да! Будем дальше побеждать! Да! Ничего на свете лучше нету, чем хранить казанскую ракету. Вот глубокий, если родитель, победит любимый наш строитель. В новогодние каникулы многие составляют список задач, которые хотят выполнить в этом году. Одни мечтают освоить непривычное для себя хобби, другие – приобщиться к спорту, а некоторые не прочь и заполнить свободное время книгами. Стремление читать как можно больше, на наш взгляд, решение отличное. Главное – правильно себя мотивировать, чтобы не бросить осуществление задуманного на полпути. Весь 2023 год в юношеской библиотеке Коми будет проходить акция «Книжный вызов». Что это такое и как стать участником проекта, прямо сейчас и расскажем. Сергей, расскажите, пожалуйста, что же такое «Книжный вызов», о чем будет этот конкурс? «Книжный вызов» — это акция, которая организована юношеской библиотеке и будет работать в течение года у нас. Каждый читатель получает такую вот закладку с своего рода челленджами на весь год. То есть 120 категорий. В каждой из категорий необходимо прочитать какую-то книгу. Вот.
Вот эти вот категории, почему именно такие вы выбрали? Например, книга о путешествиях во времени, стрип-комикс, нон-фикшн, любимая книга детства. Их 20, немало. Почему такой набор? Ну, за 20 книг, точнее, за год все-таки прочитать это не так уж и тяжело. А категории мы специально подбирали с Иваном Ильичем разные, чтобы они были у нас под каждого читателя индивидуально, и при этом, чтобы каждый из читателей еще познакомился с чем-то новым для себя. То есть мы взяли как современные какие-то произведения, так и классическую школьную программу, так и комиксы, графические романы и так далее. Вот. С какой целью вообще книжный вызов будет проводиться? Книжный вызов проводится, во-первых, для того, чтобы расширить кругозор читателей в области литературы, то есть познакомиться не только с художественной, также и с нонфикшеном, и с какими-то литературоведческими статьями, и с графическими изданиями. Вот. Также это для того, чтобы просто популяризовать чтение и книгу среди читателей города Сыктывкара. Вот вы работаете с молодежью, работаете в библиотеке. Можно ли сказать, что на сегодня интерес к литературе, именно вот в печатном виде, да, книги, интерес снижается, что ли, у молодежи? Интерес, не сказал бы, что он сильно снижается у молодежи. То есть в любом случае есть тренды своего рода, грубо говоря, которые новый виток придают. Так, например, я помню в школьные еще годы, когда я учился, произошло со Стефани Майер и ее книгой «Сумерки». У нее главная героиня читала произведение какой-то классической английской писательницы. И тогда очень вырос, по-моему, Бронте она читала «Сестер». И тогда очень выросла популярность среди молодежи как раз-таки к сестрам Бронте, потому что они хотели ассоциироваться с Беллой и «Сумерек». И также происходит и по нынешний день. В помощь участникам данной акции «Книжный вызов» у вас вот в холле, да, как мы наблюдали, стоит специальная такая полочка, где могут посмотреть примерно книжки, которые можно под категории подобрать. Да, все верно. У нас в фойе библиотеки организована годовая выставка, которая будет в течение года у нас располагаться. Там представлена литература из нескольких категорий из закладки. То есть мы тут взяли как раз-таки графические романы, с которыми могут возникнуть трудности у людей более старшего возраста. Мы взяли нобелевских лауреатов, мы взяли лауреатов премии «Большая книга», мы взяли... еще различные несколько категорий мы затронули и представили их на выставке для удобства пользователей библиотеки. Как вы будете учитывать, сколько участник на самом деле прочитал? У нас все книги должны быть взяты исключительно из наших фондов, как из электронного фонда, так и из фонда бумажных носителей в библиотеке. Поэтому, чтобы мы могли в конце года как раз-таки проверить, читал ли действительно человек эти книги или нет. Вот. И всех, конечно, волнует, какие же плюшки, презенты, возможно, какое-то поощрение, да, победителю в конце года будет вручено по итогу акции. В конце года, да, действительно, мы подведем итоги, выберем наиболее активных читателей и подарим им призы от юношеской библиотеки. Разглашать пока я их не буду, там будет от библиотеки и партнеров акции. А вообще вот молодежь современная чем больше интересуется? Список здесь на самом деле большой, 20 позиций, и что больше читают? Ага, так, смотрите, молодежь интересуется, в принципе, разными вещами, то есть из самых популярных категорий могу назвать это популярная психология и научно-популярная литература в области медицины и психиатрии. Это популярная у них категория, это классическая зарубежная литература, такие как вот как раз-таки Бронте, Метерлинка берут, Сартера берут. То есть зарубежных классиков читают тоже очень много. Это фантастика, фэнтези, они никуда не исчезли, они до сих пор пользуются популярностью у молодежи. И благодаря вот этой акции наверняка вот именно границы, так скажем, да, интересов у читателей в любом случае расширятся. Вы лично будете принимать участие в данной акции? Возможно, уже начали? Да, я уже начал. Я второй человек, который принял участие. Первым у нас был читатель, он меня опередил. Я уже даже взял одну книгу под категорию. Книга с названием в одно слово. Я взял современную книгу от русского автора, «Кай» называется, о дружбе, о принятии себя. Там много подростковых проблем затрагивается про ребенка, который растет один, без родителей. Вот. И вот финальный вопрос, что бы вы хотели пожелать нашим читателям, возможно, как-то их приободрить и привлечь действительно к участию в этой акции, что бы вы хотели им сказать? Не бойтесь ничего, любите книги, и книги обязательно полюбят вас.
Абсолютно с вами согласна. Действительно, читайте, принимайте участие в этой акции. Отличный способ и возможность не только обогатиться, но и расширить свой словарный запас, ну и, конечно, потешить в хорошем смысле свое воображение. Спасибо. Вам спасибо большое. До свидания. Она есть в каждом доме. Этот дизайн знают все россияне. Сода пищевая. Мы привыкли воспринимать ее в кухонном шкафчике как нечто само собой разумеющееся. Скажу по секрету. Когда я съехала от родителей, первое время думала, что сода по умолчанию есть в каждой квартире. И покупать ее не нужно. Кстати, вопрос. А если человек, у которого она закончилась? Или это миф? Если у вас это чудо-средство тоже ассоциируется с вечностью и бесконечностью, я вам предложу несколько вариантов для ее использования в стирке. Во-первых, она поможет избавиться от неприятных запахов. Чтобы усилить эффективность средств для стирки, добавьте полстакана соды на одну закладку белья. Причем не в контейнер для порошка, а в барабан, до того, как сложить в него вещи. Поверьте, запахи исчезнут волшебным образом. Не секрет, что при регулярной стирке в жесткой воде ткань становится грубее, потому что на ней оседают частички растворенных солей металлов. И с этим сода поможет справиться. Просто добавьте полстакана, но уже при ополаскивании вещей, чтобы получить эффект. Здорово, что вместо бытовой химии соду в этом деле могут использовать люди с чувствительной кожей и аллергиями. А еще она подойдет для детской одежды. Третий лайфхак. Чтобы справиться с пятнами от жира и еды, смешайте столовую ложку соды с небольшим количеством воды. Должна получиться густая паста. Нанесите ее на пятно и оставьте на 15 минут. Если ткань плотная, можете потереть загрязненное место зубной щеткой. Затем смойте соду теплой водой под краном и постирайте вещь, как обычно. Вот такие полезные советы. А мы идем дальше. Зимние вечера удивительным образом сближают семью. За окном трещит мороз, а вы в тепле. Вместе общаетесь, смеетесь, играете. А чтобы каждый ваш семейный день был по-настоящему неповторимым, послушайте советы Оксаны Булановой. Одно из любимых занятий ребенка – это рисование. Но рисовать можно не только на бумаге, а, например, на камнях, которые валяются у нас под ногами. Найдите, соберите целую коллекцию камушков разного цвета, разной формы. Подумайте, на что же они похожи, во что их можно превратить. Вот, например, этот камень как капелька. Посмотрите, какой вытянутый носик. Мне кажется, получится замечательная мышка. Что для этого надо? Просто пририсуем носик, ушки у нашей мышки. Не забудем глазки, усики и хвостик. Вот такая мышка пополнит коллекцию работ вашего ребенка. Рисовать можно и не только на камушках, а, например, на ракушках, которые тоже великое множество. А у них, посмотрите, какая гладкая поверхность или шершавая, разной формы, разного цвета. Внимательно рассмотрите с малышом и подумайте, на что же нарисовать на память об этой ракушке. Например, море, чайки и парус. На ракушках можно рисовать не только картины, а, например, знаки, фигуры, буквы, что умеет сам ребенок и что он знает. И с помощью этих знаков можно устроить игру «Найди пару» или «Memory», когда вы выставляете ряд из ракушек, и задача ребенка найти одинаковые картинки. Ну, например, попробуем. Так, здесь у нас треугольник, ищем ему пару. Попалась. Значит, эти ракушки ребенок забирает себе. Следующий ход у другого игрока. Придумывайте, экспериментируйте, познавайте мир, играя.